Продолжаем программу «Вести Кудымкар Велиштиянкат». Студиян Ирина Батуева, Дженета Талуня Тема Азилыш. Качевский этнографический музей Латырис да Светгод. Это суббота, Конфирматский этнокультурный центр Паретас Ашис Нимлун. Округи Швишкачан заведение, мунана реорганизация Парет Кыч Вешас в больнице Эзлан Удж. Виштачас мен корреспондент Дмитрий Буланов. За моей спиной находится здание городской поликлиники, справа районной поликлиники. После того, как здание районной поликлиники закрыли, всех людей из Кудымкарского района будут принимать в здании городской поликлиники. А на месте старого ветхого здания планируют построить парковку. Парковку для всех пациентов городской поликлиники, которых около 8 утра в очереди перед регистратурой стоит около 3 десятков человек. С начала этой недели на прием идут не только горожане, но и жители Кудымкарского района. То есть помимо 30 тысяч человек сюда прикрепили и еще 22 тысячи. Галина Радостева лишь одна из этих тысяч. Люди в очередь стоят, талонов нету. А если больной человек, куда деваться? Написывают, приходите тогда-то на такое число. А пока придешь до этого числа, можно помереть ведь. Я не знаю, надо что-то думать нашим властям. А дело в том, что здание районной поликлиники, которое также находится в Кудымкаре, закрыли из-за крайней ветхости. Всех врачей и специалистов перевели в городскую поликлинику. На аппаратном совещании главный врач окружной больницы успокаивает, что очереди – это дело временное. Мощности площади вполне позволяют поликлинике. Мы разделим эти потоки. Сельское население будет в первую половину дня прием осуществляться. Городское отчасти будет во вторую половину. А будет ли выбор у граждан на самом деле прийти, к примеру, с утра, или они обязаны будут прийти во вторую половину? Безусловно, будет. То есть плановая работа – это одно, экстренная работа – это совершенно другое. То есть экстренная помощь, ее никто не отменял, и все будет согласно законодательству и всех нормативных актов. Чтобы разгрузить здание поликлиники, у врачей среда назначена выездным днем. Все узкие специалисты отправляются вести прием на место в крупные села района. Это Ошибы, Верхинево, Йогва, Белоево. Эти и другие меры в конечном счете людям должны пойти только во благо, считают власти. Вот этот процесс, укрупнения, и организации медицинской помощи по-новому в конечном итоге должны дать положительный эффект, прежде всего для людей, но и для системы здравоохранения в целом. Пока же только ворох проблем. У городской поликлиники, например, нет лицензии на оказание помощи детям, поэтому часть маленьких пациентов из района прикрепят к детской городской поликлинике, часть к окружной. До того момента, как в Кудымкаре построят отдельную детскую больницу, строить планируют начать уже в июле, а сдать в сентябре 2019 года. Дмитрий Буланов, Денис Дульцев, Вести Пермь. Кудымкарын инва юлиш русла вешкатем коста, паратам пуезан тыртиса береггез. Спиленные ивы и кустарники. Именно так захолмлены берега и лед реки Иньва в Кудымкаре. Такую картину можно наблюдать на промежутке в 5-7 километров, начиная от устья реки Кува и заканчивая рекой Олыч. Дом Виктора Дровняшина находится на берегу Иньвы. Ежегодно во время паводка его имущество оказывается затоплено водой. Мужчина предполагает, что если кусты и деревья не уберут, то они могут создать серьезный затор в момент половодья. Все в одну кучу сгрудит и все, и перегородит как бы. В результате пруд будет, течения не будет, все. Вода поднимется. Но уровень-то, да, немножко, видимо, прокопали выше чуть-чуть русло. Получается так. Уровня. Не знаю, скажем, весна покажет. Наперед, что гадать. Работы по вырубке предусмотрены проектом дноуглубления и спрямления Иньвы. Новое русло должно защитить микрорайон Юрина от весеннего паводка. Вот начало русла. Оно получилось узким. Именно здесь, считают люди, и окажутся все спиленные деревья. Если это мелочь, еще ладно, еще вот все-таки по большому счету мелочь уплывет, а вот это вот, то, что осталось, это все на дне будет. И так мелко тут стало. Не утешает и то, что в некоторых местах Иньва уже начала подниматься. В администрации города говорят о том, что за эти работы отвечает Министерство природных ресурсов. Там заверяют, что работа по очистке берегов уже ведется. Вырубленные кустарники преимущественно находятся на берегу, а не в русле водного объекта. В настоящее время начата работа по уборке вырубленной древесно-кустарниковой растительности, которые планируется закончить до начала половодья. До 20 апреля 2018 года. Объем работы предстоит большой, и хоть лед еще не тронулся, синоптики уже завтрашнего дня предрекают повышение уровня рек в Пермском крае. Если рабочие не успеют вывести вырубленную растительность, то выгребать эту массу придется уже из реки. Дмитрий Буланов, Денис Дульцев, Вести Пермь.
Военный комиссариат тырис 100 год. Точно дата уджалище спорят и сакарищ культурно-деловой центрын. Торжественное мероприятие в военкомате шталу не сотрудники из отжища уджалищез, ветеранниз и нельки ашниз служитищ мортез. А военный комиссар поздравляет коллега с юбилеем. Апрель, как я мыслит, луна Российской Федерации, военный комиссариат из Аркмымшань тырис 100 год. В военном комиссариате города Кудымкар, Кудымкарского, Юрлинского и Юсинского районов работают 25 сотрудников. Я их всех сердечно поздравляю с этим юбилеем. Кроме того, я поздравляю с юбилеем всех сотрудников, а также военнослужащих, которым довелось в свое время работать в военкомате города Кудымкара, а также в военкоматах Юрлинского и Юсинского районов. Всем пожелать им крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и всяческих успехов. Несмотря на то, что военкоматы неоднократно реорганизовывались, все-таки они являются актуальным звеном в системе Министерства обороны и в укреплении обороноспособности нашего государства. Военкоматы сотрудники Зампельпон назвала водоответственный удж. Профессионализм отцала грамотно организуетный и чулетный призывез. Активная армия служит исчез. Военкомат Дория отер правовой и социальный ладуршань. Асланус уджин сотрудники с учетом уна колана моггез. И достойная нуатена служба. Первая семья военный, поэтому по моим стопам сын пошел, тоже на пенсию уже, майором, офицер. Поэтому нравится мне военная профессия. Есть такая профессия, говорится, родину защищать. Ну, прежде всего, своим коллегам, которые работали со мной, и вот нынешним сотрудникам военного комиссариата, хочется пожелать, прежде всего, здоровья. Самое главное, чтобы было здоровье. Ну, и успехов во всем, в жизни, в работе, в труде. Всех благ. Что еще можно пожелать? Военный комиссариат из Немлона уджалище с оттялися бурудж и результат понда. Отжик военкомат уджалис к район шарти Великодымкар и Кудымкарский район. Они сыды насодися эше кыка Юрлинской и Юсинской, но кычбы эс пачкав территория военный мортис умельжика уджавны эс понда. Необыдно на показатели зн и ошкала на оджлань. Ирина Батуева, Александр Рябков. Вести, Кудымкар. Аркмытымшань да свит год рискочеваешь этнографической музейла, кычом донся видя аспычкас, это елиш оджлань. Этнография добытлан Качевской музей в Аркметом 2003 года. Инициаторан Лойс районный культура отдел да администрация. А медоджа Юралышен, когда пухтис иджитпай музей Зоротема, Лойс Александра Зайцева. Экспонаты, конечно же, собирали по крупицам с нашего района. Это экспедиции, это дарители нашего района, это и те инициаторы, которые хотели открыть и создать музей в районе. Первыми, конечно же, вот были эти люди. В экспедиции мы выезжаем ежегодно. Это в основном все деревни нашего района. Каждый раз мы что-то новое открываем, собираем. Но поскольку у нас музей этнографии, конечно же, мы стараемся собирать коллекцию этнографии. Как раз вот интерьер нашей избы, постоянная экспозиция, она говорит и показывает о быте, о деятельности наших предков, наших компермяков. Эта экспозиция с кером вашкаддыше интерьер шерти. Джаджи сундук кезбекерпань, быттор эхтем районной деревни здесь. Почесоттыны мы музей видя аспочкас бур коллекция. У нас более 2000 единиц коллекции музея. Конечно же, вот как сказала, это знаменательная коллекция, это этнографии, быта, это одежда, пояса. Пояса у нас в коллекции более 50 единиц. Это колокола, ценные наши экспонаты. Ну и сейчас уже коллекцию создаем по фотографиям, по обрядам, традициям, обычаям наших предков. Учалище злан шермок тацетны езас мамулан историякат, докольная память одежа поколению спонда. Это елыш мунамашорни и пантащем вылын, когда волома йитам юбилейкат, да чукортама гаграса пызансая округлан музей езиш учалище зас. Сыжетатан уджаланы районлан олыщескат вильмогга с кошем шерти. На сегодняшний день в нашем музее работает 4 временных выставок. Это выставка «Хранители памяти, коллекционеры и их коллекции».
Была большая проведена работа по тому, чтобы собрать коллекционеров, кто же у нас коллекционеры в нашем районе. Работает временная выставка авторская Климовой Нины Григорьевны, уроженки Большой Кочи. Работает в библиотеке в данном селе, любительница рисовать различные зарисовки, коллажи, любит делать подделки. Быд выставка аджи ашис видетищезас. Та чолоктаны кычкочоваиш, сычимадик посаддезиш да деревнезиш ез. Отиш донтаны учкада кераны музейлан сотрудникез. Учпонда аття шуйса и районлан культуран учалищез. Эдмилан уна этла самоггез. Музей собирает все-таки истинно наши, кочевские какие-то экспонаты. Очень часто помогает нам, работникам культуры, именно в помощи организации выставок, фотовыставок. Сейчас пошла традиция проводить праздники деревень, маленьких даже уже исчезнувших деревень, где люди сами списываются через социальные сети и приезжают в какие-то определенные дни. И вот наша задача как-то оформить эти праздники. Музей медуна вовланы челядь, неалоктаны татча аймам мескат или же школашань бдес классан. Тацащаны кыркаша торрискат, таданы история да примитаны участие быткоть конкурсезен, кадначулатаны учалыщез. Я люблю ходить в музей, потому что тут очень интересные экспонаты. Какие экспонаты тебе нравятся? Мне нравятся экспонаты, вырезанные из дерева, еще древняя ткань и рисунки. Я люблю ходить в музей, потому что тут много всяких самоделок, которые можно взять идеи и самому мне сделать. Только чуть по-другому. Музей понда да свит год кад не ежит. Кычуйса татиш учалыщез, не пондаса очлан чулатны яскат панташеммес, пондаса тыртны музей лышкати не ежит, но зев ащама фонд. Людмила Дмитриева, Алексей Быков, Вести Кудымкар. В Компермятский этнокультурный центр тырла кыкьямыс год. Культура учреждений лишь чужан лун пондаса паретны локтан суббота. Апрель да снюлет луна. Татыш учалище скорона мамкыв, да культура радийтищезас локны праздник выла. Не акысьяна отерла гажина катчулатым. Быткоть мастер-классез, интересный панташеммез. А еще быткоть ческат гостичан торрез. Мы подготовили большое мероприятие, которое состоится 14 апреля. Это в эту субботу на базе нашего учреждения. Это день открытых дверей. Мы приглашаем всех жителей и гостей города Кудымкара прийти к нам. В программе дня у нас будет открытие наших выставок. Это две передвижные выставки, которые мы привезли из Сыктывкара. «Моя югра» и «Медвежье игрища». Это выставка, которая посвящена истории культуры Компермятского округа. В рамках дня любой желающий может бесплатно поучаствовать в различных мастер-классах, которые будут проводить наши замечательные мастера. Ну и большим подарком для всех будет детский спектакль по мотивам очень доброй, замечательной сказки «Золушка». Это был момент, алумбудас велич панташам ашин, это же када будас бурса, аддишлутадж.